Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. Для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 115 рублей 20 копеек. Евро остановился на отметке 127 рублей 23 копейки. Покупают сегодня американскую валюту по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 103 рубля ровно. Продает по лучшей цене также Азиатско-Тихоокеанский банк за 129,32. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у банка Открытия за 108,90. Продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 136 рублей 23 копейки. Резиденты России смогут переводить средства в валюте на свои иностранные счета для финансирования деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год. Разрешено также зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей. Граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках, до 1 марта 2022 года на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам. Банк России продлит временной диапазон для расчета официального курса доллара к рублю, используя данные Московской биржи в средневзвешенном курсе в сделках, а также упростит порядок установления курса евро к рублю. Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в Минюст. Документ вступит в силу со дня официального опубликования. Банк России запретил кредитным организациям брать комиссии с физических лиц за снятие со вкладов или счетов в иностранной валюте наличных в долларах США. Ограничение будет действовать до 9 сентября. Банки, которые получили комиссию за выдачу физлицам наличной валюты с 9 марта, должны вернуть ее обратно в течение 3 дней после получения заявления от клиента. Запасы капитала, созданные в Российской Федерации, позволят нормально функционировать даже банкам, подпавшим под жесткие ограничения. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, все расчеты внутри страны в настоящее время выполняются и продолжат выполняться. Будут ограничения в расчетах клиентов с зарубежными партнерами. Но кредитные организации перестроят свою работу и в этих условиях. Министр добавил, что при необходимости государство поможет банкам. И будет делаться все необходимое для этого. Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки железнодорожного и автомобильного, а также морского и внутреннего водного транспорта. Поправки внесены в Воздушный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты. Законом установлено требование об обязательном прохождении железнодорожным подвижным составом паномерного учета. Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время у Российской Федерации отсутствует реальная возможность произвести удержание железнодорожного подвижного состава, принадлежащего иностранным администрациям, в том числе Украине и прибалтийским государствам, в ответ на возможное удержание ими российских вагонов. Кроме того, закон наделяет Кабмин правом ограничивать заход иностранных морских судов из перечня недружественных стран в российские порты и на внутренние водные пути. Также Путин подписал закон об обеспечении возможности реализации срочных и первоочередных мер бюджетной политики для своевременной поддержки граждан и экономики в текущих условиях. В частности, для поддержки регионов и субъектов российской экономики за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета закон расширяет варианты использования этих доходов на наиболее востребованные направления. Это поддержка осуществления регионами социальных обязательств, бюджетные инвестиции в социальные объекты и другие. Минпромторг и Минцифры России расширят критерии попадания в список системообразующих предприятий, чтобы в него могли войти компании из отрасли экономики. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. По его словам, важнейшая задача – развитие своих продуктов и ускоренное импортозамещение того, что ввозили извне.
Правительство в рекордно короткие сроки подготовило план первоочередных мер по поддержке российской экономики, в том числе на основе инициатив профильных компаний. В текущей ситуации также необходимо через банковскую систему поддерживать предприятия реального сектора электронной промышленности. Во всех отраслях экономики сейчас вводятся льготные кредиты и субсидированные процентные ставки. Рассматривается возможность льготного кредитования через региональные бюджеты, отметил вице-премьер. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала работать на опережение, чтобы сохранить рабочие места. Вице-премьер провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Главной его темой стало обсуждение текущей ситуации и дополнительные мероприятия, направленные на поддержку рынка труда. Голикова подчеркнула, что на уровне правительства оперативно формируются необходимые изменения в законодательство, которые позволяют максимально быстро реагировать на складывающуюся ситуацию на рынке труда. Правительство страны делает бессрочным порядок списания штрафов и пений с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций. Соответствующее постановление подписал председатель Кабмина Михаил Мишустин. Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок. Отмечается, что документ вносит изменения в ранее принятое постановление правительства, которое распространяло действие порядка на контракты, заключенные в 2015, 16, 2020 и 2021 годах. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации потребовало от металлургических компаний ограничить наценку при продаже стальной продукции на внутреннем рынке на уровне 20–25%. Об этом участникам рынка на совещании сказал замглавы ведомства Виктор Евтухов. Также он затронул тему перезаключения контрактов. Замглавы ведомства попросил переработчиков лома скорректировать цены. В Ассоциации туроператоров России назвали 15 стран с самолетами зарубежных перевозчиков, куда российские туристы могут полететь без пересадок. Это Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Шри-Ланка. В ассоциации напомнили, что количество рейсов российских авиакомпаний за рубеж из-за санкционных рисков резко сократилось. Но туры за границу по-прежнему продаются. Можно приобрести турпакеты с перелетом на рейсах иностранных авиакомпаний. Вьетнам готовится к масштабному приему российских туристов после предстоящего открытия границ страны 15 марта. Напомню, 2 года они были закрытыми для иностранцев из-за пандемии. Об этом сообщила председатель Совета директоров одного из крупнейших туроператоров Вьетнама Хуан Тхи Фонг Тху. По ее словам, недавно Министерство культуры, спорта и туризма совместно с Министерством здравоохранения, Министерством иностранных дел и Министерством транспорта разработали план полного открытия границ, в соответствии с которым будет восстановлена действовавшая до пандемии политика безвизового въезда для граждан многих стран, в том числе России. Россияне вновь смогут посещать Вьетнам, воспользовавшись безвизовым режимом на срок до 15 дней. В период различных кризисов в первую очередь население переживает о запасе продуктов. В последнее время в Якутске набирают силу слухи о нехватке товаров, а многие массово отправляются на торговые базы, чтобы закупиться продуктами первой необходимости. Это мука, сахар, крупы и макароны. Мой коллега Александр Хавренко сейчас находится на одной из оптовых баз Якутска. Александр, как обстановка, есть ли продукты на базе? Здравствуй, Кристина. Ну, я бы не сказал, что прям такой уж ажиотаж. Люди, конечно, есть, но это нормально, потому что оптовые базы, люди приезжают закупаться товаром. Мы видели, сейчас снимали несколько машин, которые приезжали с товаром, разгружаются. Так что мне кажется, что никакой опасности с нехваткой продуктов нет. Но это кажется мне, а давайте мы все-таки зайдем в один из магазинов, посмотрим на прилавке, что у нас там есть, чего там нет, и, собственно говоря, поговорим с человеком, который в этой теме гораздо более компетентнее, чем я. Ну вот, давайте обратим внимание, в принципе, есть все, товары первой необходимости, социальные товары, они есть. И крупы, и макароны, и консервы всевозможные. Ну и, как вы видите, есть люди, которые за всем этим пришли, все это покупают. И давайте мы сейчас поговорим с владелицей этого торгового
оптовой компании, да, у вас называется. Ольга Николаева, Ольга Альбертовна, добрый день. Ну, расскажите, вот, действительно ли есть какой-то страх того, что не хватит нам продуктов? Как с продуктами вообще у нас в городе? На самом деле, когда вот такая ситуация вообще началась в стране, немножко были перебои, сбои с продуктами. То есть цены у производителей, у поставщиков резко пошли вверх. То есть приостановили отгрузки товара, и были проблемы с доставкой товара до Якутска. Это было в начале. Но что сейчас происходит именно на данный момент? Весь товар в пути. То есть практически все предприниматели нашего города, они уже сделали закуп продуктов питания в очень больших объемах. Это действительно так. У меня личный уже на подходе около 4 вагонов идет. То есть это очень большой товар. Объем это 200 тонн почти. И дело в том, что, конечно же, одному самому предпринимателю сложно с этим справиться, с такой ситуацией. Мы на прямой связи с главой республики, то есть вся эта ситуация, она стабилизируется. На Якутию выделены дополнительные вагоны, то есть с логистикой вопрос решает Министерство транспорта. Каждый номер вагона в списке у Министерства транспорта, то есть наши вагоны идут по времени. Мы успеем до закрытия переправы привезти весь тот объем продуктов, который дополнительно закуплен. Но лично я считаю, что совершенно нету повода для какой-то паники. Ну и Продукты будут. да, и логичный вопрос: повышение цен произошло, и будет ли оно происходить на социально значимые товары? И если да, то насколько? Ну, скрывать не буду, что у производителей цены поднялись. Но дело в том, что у нас в Якутии есть добросовестная конкуренция среди предпринимателей. И вот сейчас, когда будет очень большой объем товара, мы начнем делать скидки, акции, то есть для товародвижения, для товарооборота. Я так думаю, что цены будут действительно адекватные. Они не настолько... Мы успели закупиться, когда цены еще не настолько выросли, как сейчас. Мы успели весь товар купить. И тут уже будет, когда продажи в самом Якутске, также вернутся скидки, акции. Ну, лично я считаю, что не будет такого повышения цен, как прогнозируют, как нагнетают обстановку. Ну, действительно этого не будет. Товар есть, мы не останемся без продуктов. И самое главное, то, что, поймите, мы предприниматели, мы сами живем в нашем городе. Мы напрямую заинтересованы в том, чтобы у нас здесь были продукты. Я конкретно за свой магазин скажу, потому что у меня конкретно мука, крупа, макароны, сахар. Это тот товар, который мы кушаем каждый день. Объемы есть, запасы есть, товар идет в пути, и он придет вовремя. Ну и коротенько еще раскройте, есть ли какие-то меры поддержки от государства? Да, вот я об этом и хочу сказать, то, что мы действительно получаем, предприниматели сейчас получают очень хорошие меры поддержки, это и льготы по налогам, это и финансирование, кредитование бизнеса под низкие проценты, субсидирование. Ну, на самом деле очень большие меры поддержки выделяются предпринимателям, мы это видим. У нас было вот недавно совещание с главой республики, и он действительно в курсе ситуации, он уже предложил механизм, то есть, ну, лично я успокоилась. Да, в самом начале был, конечно, немного такой шока от ситуации происходящей, но на данный момент лично я уже спокойна за ближайшее время, во всяком случае, ну, полгода, то, что в республике все будет в порядке. Спасибо большое. Ну, что, коллеги, друзья, зрители, вы все слышали сами и все сами видели. Продукты в Якутске есть, они никуда не денутся. Скоро приедет еще очень много продуктов. До закрытия зимней переправы предприниматели успеют завезти в город все необходимое. Так что не поддавайтесь панике, и скупать мешками гречку, муку и сахар, мне кажется, вовсе не обязательно. Кристина, передаю тебе слово. Александр, спасибо. Напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Александр Хавренко.
Руководством республики организован оперативный штаб по мониторингу запасов и цен на товары первой необходимости. Во всех районах в ежедневном режиме ведется контроль по наличию продуктов в магазинах и сдерживанию цен. Это позволяет оперативно адаптировать региональную систему мер поддержки экономики под текущие условия. Подробности далее. Сегодня главная задача – обеспечить продовольственную безопасность и не допустить высокого скачка цен на розничные продовольственные и социально значимые товары. Как сообщили в отделе потребительского рынка в Нерюнгринском районе, на сегодняшний день имеется достаточный объем запасов продовольствия и товаров первой необходимости. Цены, так скажем, вот сейчас еще неделю держатся. Немного идет повышение по определенным группам товаров. Но в большей степени это связано, наверное, с логистикой, то есть повысились цены на товарно-транспортные расходы, ну и, возможно, изменение цены поставщика, если это, например, какие-то сезонные товары. На дефицит товаров жалоб не поступало, но по поводу цен у потребителей свое мнение. Очень часто мы ходим по магазинам, хозтовары, продукты, все. Дефицита мы не заметили, все как положено, никаких наценок нету, поэтому все хорошо. Вот буквально вчера я зашла в супермаркет, покупала продукты, чтобы приготовить ужин. Ну что, меня поразили цены на овощи, помидоры очень дорогие. Не нравятся мне такие цены. Но в магазинах, на полках товары есть. Все вроде как не заметила особых изменений. Данные, собранные за день, отправляются в оперштаб республики. Проверяются цены на хлеб, рис, гречку, подсолнечное масло, сахар, тушенку, а также на бытовую химию. Покупательский спрос удовлетворяется в полном объеме, и все поставки осуществляются по плану, в соответствии с ранее заключенными контрактами. Неравнодушные жители могут сами самостоятельно сообщать о фактах завышения цен через горячую линию, сайт или социальные сети. А уже исходя из мониторинга ситуации будут приниматься оперативные меры по сдерживанию цен и пополнению запасов. Ирина Жданова, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Управление Роспотребнадзора по республике запустило горячую линию в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню защиты прав потребителей. Так можно получить консультацию по вопросам приобретения товаров и услуг, в том числе через интернет, решение вопросов защиты своих прав в различных жизненных ситуациях. Москва первой в стране отменила масочный режим. Такое решение было принято из-за стабильного улучшения эпидемической ситуации с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Маски смогут не носить как пассажиры общественного транспорта Москвы, так и его сотрудники, а также работники и посетители театров, музеев, магазинов и кафе. Также Собянин своим указом отменил обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях. Больше не нужно измерять температуру работникам, ставить разделительные перегородки на рабочих местах. В целом, конечно, мы где-то привыкли уже к этой мере ограничения, по крайней мере, на транспорте. И, наверное, оно же такого дискомфорта не вызывает. Хотя в целом, конечно, это радостно, что мы сможем наконец весной открыть свои лица, улыбаться друг другу и в конце концов видеть. Ну, я воспринимаю это, да, это положительно. Мое мнение однозначно то, что это хорошо. На протяжении 2 лет, так скажем, все ограничения вели людей в какой-то ступор, и уже все сильно устали от этого. Я, конечно, понимаю, что это все было для нашей безопасности, но все-таки все должно когда-то закончиться. Тем временем оперштаб столицы республики снял ограничения на проведение коллективных мероприятий в школах. Как отметил мэр города Евгений Григорьев, решение было принято на фоне снижения заболеваемости и в соответствии с рекомендациями республиканского оперштаба. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина в Якутии продолжает действовать программа по социальной газификации. В нашей республике в нее попали более 4000 домохозяйств в 82 населенных пунктах. Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране, программа дегазификации в республике продолжается и возможно с наращиванием темпов. Эти вопросы были рассмотрены сегодня на правительственном часе в парламенте республики. По заявлению парламентариев, несмотря ни на что, механизмы и процедуры подключения домов к газу останутся неизмененными. Социальная газификация нашего населения
она идет, и по информации более 1000 наших домов будет подключены в этом году. Та жизненная гарантия, та жизнеобеспеченность, она, наверное, газ в первую очередь нужен и необходим для нашего населения. Никаких механизмов изменений не будет. Я еще раз повторяю о том, что мы смотрим сегодня итоги 2021 года и планы на 2022 год. Ничего меняться не будет. Дальше социальная гарантия пойдет непосредственно по подключению жилых домов. Рассматривается вопрос еще дополнительной газификации. Это закольцовка тех линий, которые на сегодняшний день. Это обеспечение безопасности газификации в целом. После длительного перерыва, связанного с ограничениями, кассы «Энергосбыт» по приему платежей возвращаются в обычный режим работы. Как и где можно оплатить электроэнергию, расскажет Александр Хавренко. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике постепенно стабилизируется, и многие предприятия переходят на привычный режим работы. В начале этой недели свою работу с клиентами возобновили кассы по приему платежей «Энергосбыт». С понедельника открыты 7 из 13 пунктов приема платежей. В ближайшие дни откроются и все оставшиеся. Работает Центр обслуживания потребителей на Федора Попова, 21. Он работает тоже по своему обычному графику, и также у нас там реализована возможность предварительной записи на обслуживание. Запись возможна как для приема платежей, так и для заключения договора и для подачи заявки на техническое обслуживание. И записаться можно за 21 рабочий день. У нас работают мобильные выездные кассы. Они работают в Табаге, в Тулагино, в Кангаласах и в Магане. Графики работы этих касс мы публикуем на сайте ПАО ДЭК, и также там можно найти режим работы наших других пунктов приема платежей. Но для того, чтобы оплатить электроэнергию или подать заявку на подключение, вовсе не обязательно идти в кассу или центр обслуживания потребителей. Для этого можно воспользоваться электронными сервисами предприятия. Прежде всего, наш сайт. Мы отсылаем потребителей и на сайт Якутскэнерго, и на сайт Дальневосточной энергетической компании Республики Саха-Якутия Якутскэнергосбыт. Как и на одном, и на другом сайте можно зарегистрироваться в личном кабинете. В личном кабинете можно передавать показания приборов учета, отслеживать историю начислений и, что немаловажно, оплачивать без комиссии. В этом случае средства сразу же зачисляются на ваш лицевой счет, а на вашу электронную почту приходит электронный кассовый чек. Кроме этого, в личном кабинете можно подписаться на электронный платежный документ. Это особенно удобно тем, что этот документ никогда не потеряется, он всегда будет у вас под рукой. Если вы все же решите оплатить услуги через кассу, то пока не стоит забывать о средствах защиты, масках и перчатках. В некоторых пунктах приема платежей, как сообщают работники Энергосбыта, после длительного простоя возможны сбои средств электронной регистрации. Поэтому операторы могут вести прием в порядке живой очереди. А также в связи с ограничениями работ некоторых платежных систем стоит с собой взять пластиковую банковскую карту или наличные деньги. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. В Ленске продолжается работа по ликвидации непригодного для проживания жилья. Сейчас в городе сноса ожидают около 3 пустующих аварийных дома. 5 уже снесены. Сегодня под ковш пошли 2 дома, расселенные ранее в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилфонда. Работы по сносу идут локально, техника работает аккуратно, соседние территории в безопасности. Дом по улице Орджоникидзе наполовину уже ликвидирован. Начаты работы по сносу многоквартирного дома по улице Чапаева. Освободившиеся от снесенных домов земельные участки планируется в дальнейшем предоставить под жилую застройку. Жильцам расселенных домов предоставлены квартиры в новостройках. Переселение ленчан из авариек продолжится. На сегодняшний день мы снесли ленских событий 1А, да? 2А сейчас планируем сносить. Мы снесли объездная 4, сейчас планируем 4А. Это уже контракты у нас заключены, да, определенный подрядчик, который ведет сегодня работы. В ближайшие там 15-20 дней мы эти дома снесем, участки зачистим, и они у нас будут готовы к строительству многоквартирных домов. Это я имею в виду по Орджоникидзе, да. Также в Ленске устанавливаются новые опоры освещения, производится замена всех уличных светильников на светодиодные. Освещены все отдаленные микрорайоны и улицы частного сектора. Сегодня ведутся работы в центре города, производится установка новых опор по улице Победы. Сегодня мы осветили порядка 70 улиц, и, скажем, сегодня все признают, что город действительно у нас освещен. Ну вот в этом году мы запланировали работу по
участку дороги по Победы, это от Первомайской вот до музыкальной школы. Сегодня там уже установили 6 опор, всего будет 9, там еще 3 опоры нам необходимо установить. Я надеюсь, до конца этой недели мы вот эту улицу осветим полностью. В плане в этом году осветить улицу Водников, что находится в частном секторе, и вторую Нюйскую. Уже заключены контракты, работы будут начаты в ближайшее время. Также освещение будет проведено в микрорайоне «Спутник». Там городские власти планируют подключить к освещению 6 улиц. Работы будут продолжаться и дальше. По словам главы города, буквально через несколько лет неосвещенных улиц в городе не останется. Пересечение улиц Каландрашвили и Аюнского в столице республики будет закрыто для движения транспорта с 21 по 26 марта. Ограничение будет действовать с 8 часов понедельника до 23 часов пятницы. В этот период на участке дорог проведут плановую замену газопровода низкого давления, а 26 марта – молодежный фестиваль «Мус-Устар». Маршрутные автобусы будут курсировать согласно разработанным схемам. Общественное обсуждение по рассмотрению открытия сквозного проезда на улице Короленко проведут в столице республики с привлечением максимального количества горожан. Такое поручение первому заместителю Алексею Корнилову дал мэр Евгений Григорьев. Сквозной проезд планирует возобновить по улице Короленко в связи с перекрытием центральных улиц Якутска в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это позволит разгрузить транспортные потоки. Слушания намерены провести предварительно через 3 недели. Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ее малолетнего сына на пожаре в частном жилом доме в микрорайоне Марха. Сообщение об обнаружении тел поступило в следственные органы 13 марта около 15 часов 20 минут. На место выезжала следственно-оперативная группа под руководством старшего следователя Следственного комитета России, которая провела осмотр места происшествия, опросы и иные неотложные проверочные мероприятия. Согласно данным экспертных исследований, причиной смерти женщины и ребенка явилось отравление угарным газом. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки холодильника. В Абыйском районе произошел разлив нефтепродуктов в местности озера Кумахаян. С начала месяца специалисты 4 раза провели контрольно-рейдовые мероприятия, в ходе чего было установлено, что разлив нефтепродуктов произошел на автодороге республиканского назначения Индигир в 48 километрах от поселка Белая гора и 30 километрах от села Абый в местности озера Кумахаян на территории Абыйского наслега. Причиной послужила поломка сливного крана цистерны прицепа автобензовоза КАМАЗ. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Инспекторами произведены замеры площади загрязнения, протяженность разлива, отобраны пробы воды и почвенного покрова. В Верхнеколымском Улусе на границе со Среднеколымским районом опрокинулся большегруз КАМАЗ, предположительно перевозивший автомасла. На место происшествия совместно выехали сотрудники ГИБДД, МВД и госинспектор Верхнеколымской инспекции охраны природы. Как выяснилось, в ходе проверки опрокидывания не было. КАМАЗ стоял в рабочем состоянии. Разливов нефтепродуктов от автомашины нет. Рядом с большегрузом лежал контейнер объемом 20 тонн, с которого вытекало маслянистое вещество объемом 1 литр. Разлив был оперативно убран, лед зачищен. В Амгинском районе мужчина осужден за незаконный сбыт охотничьего оружия. Судом установлено, что подсудимый осенью позапрошлого года, заведомо зная, что местный житель не имеет лицензии на приобретение какого-либо оружия, незаконно сбыл ему исправное и пригодное для выстрелов охотничье ружье за 20 тысяч рублей. С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к наказанию в виде обязательных работ сроком на 240 часов. Приговор суда не вступил в законную силу. Также в Чурапчинском районе прокуратура пресекла нарушение трудовых прав инвалида. Установлено, что индивидуальным предпринимателям во исполнении соглашения, заключенного с Чурапчинским филиалом Центра занятости населения республики о содействии в трудоустройстве инвалидов, на должность посудомойщицы принята местная жительница
с 3-й группой инвалидностью. Вместе с тем, в нарушение указанного соглашения и трудового законодательства работодателем с инвалидом заключен срочный трудовой договор сроком на 1 год. Прокуратура внесла работодателю представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении. В результате принятых мер нарушения устранены в полном объеме. С работником оформлен бессрочный трудовой договор. Полиция Якутска установлена подозреваемая, которая сдала в аренду чужую квартиру. В столичный отдел полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что при аренде квартиры лишилась 28 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в хищении денег. Выяснилось, что 27-летняя подозреваемая посуточно арендовала квартиру и, решив заработать денег, через сайт бесплатных объявлений сдала чужое жилье. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие. В Якутске проведена проверка по факту ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома по улице Хабарова. По ее итогам были выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно неполнота проведения профилактических работ, планово-предупредительных ремонтов, неустранение протечек, засоров канализации, отсутствие инженерного контроля за своевременным исполнением заявок жителей дома. По итогам проведенных мероприятий в адрес директора управляющей компании внесено предоставление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого нарушения были устранены. Ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Тем временем в Удачном сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в Айхальском предприятии жилищного хозяйства. Выяснилось, что гражданка обратилась в данное предприятие по жилищному вопросу, однако ответ в установленный срок не пришел. В итоге прокуратура города внесла представление в адрес директора предприятия, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены. Обращение гражданки рассмотрено по существу. Заявителю дан ответ. Якутия прежде всего известна как край суровых морозов, а также славится своей природой и таежными лесами. Но есть у республики и другие поводы для гордости. Предприниматели, деятельность которых вышла за границы родного края. К столетию якутской автономии они подготовили свои уникальные товары. Подробности далее. Эксклюзивной продукцией местные товаропроизводители делают свой вклад в мероприятие к грядущему празднованию столетия образования якутской автономии. Например, компания «Саха-чай» представляет линейку продукции, ориентированную не только на регионального, но и федерального потребителя. А к столетию ЯССР «Саха-чай» выпускает отдельную брендированную линейку товаров со специально разработанным дизайном. Вот, например, мы вот так создали набор. И тут полностью все, что здесь находится, это все полностью наше местное. Конечно, наш чай, местный шоколад, который здесь полностью делается с использованием наших местных ягод. Наш мед, варенье брусничное. И также мы положили, например, вот чай Ухту. Это вот знак, чтобы пробудились именно национальный дух, культурное наследие, именно вот знак воссоединения, вообще именно в знак столетия СССР. Все предприниматели отмечают важность юбилейной даты. Столетие образования Якутской автономной республики станет крупным национальным, духовным и политическим событием. Наши великие сыны нашего народа, они в этот день, в этот год основали 100 лет назад нашу автономию, нашу автономную республику, где мы стали свободной республикой, имеющей свою конституцию, свои законы. И это, я считаю, самое важное мероприятие, самый важный юбилей для нашей республики. И мы должны это помнить, и наше подрастающее поколение об этом должно помнить. И для этого мы сегодня работаем, чтобы у нас имелась продукция компании, да, на тему столетия образования Якутской АССР. Среди производителей республиканской продукции есть и мастера, которые к знаменательной дате представили авторские сувениры. Компания, специализирующаяся на уникальных украшениях Golden Code, представила комплект, состоящий из серебряного значка и открытки. Наш коллекционный знак, а это серебро, значок серебра 925 пробы с видеооткрыткой, будет
хорошим подарком для всех жителей республики. Особенно для тружеников Якутской социалистической республики. Нам досталось большое наследие, которое мы должны продолжить и передать молодому поколению. Помимо нашего серебряного значка, можно приобрести подарок видеооткрытку и навести камерой на открытку, и можно посмотреть уникальное видео про нашу республику. Стоит отметить, что брендированная продукция имеет большой спрос среди населения. Так, рекламно-издательский центр начал принимать заказы на изготовление продукции, посвященной столетию образования ЯССР, с августа прошлого года. Так, для информирования каждого жителя республики о праздновании столетия образования Якутской ССР был выпущен брендбук, цель которого – распространение информации об этой знаменательной дате. В праздновании столетия образования Якутской ССР наша компания по заказу изготовила сувенирную, печатную продукцию, наружную рекламу, а также наградные значки. Таким образом, каждый предприниматель старается внести свой вклад в празднование образования якутской автономии, который состоится уже совсем скоро. Валерия Наумова, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутии в рамках второго молодежного фестиваля «Мус-Устар» стартовал медиаконкурс «Мус-Медиа». Конкурс проводится по двум направлениям – журналистика и блогерство. Журналистам необходимо будет сформировать команду из 3 человек и принять участие в медиатоне, который пройдет 24 марта в 12:00 в республиканском медиацентре «Саха-Медиа». Блогерам нужно будет создать видеоролик для выбранной платформы на тему «Креативное освещение фестиваля «Мус-Устар». Более 700 учеников со всей России приняли участие в заключительном этапе Северо-Восточной олимпиады школьников по родным языкам и литературе. Наибольшее количество участников зафиксировали в Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Татинском районах и Якутске. Всего в этом году олимпиаду провели в 65 регионах страны на 47 базовых площадках от Владивостока до Санкт-Петербурга. В этом году испытательные мероприятия по родным языкам и литературе получили федеральный статус. Отмечается, что призеры получат определенные преференции при поступлении в российские вузы. Желающие поступить в Северо-Восточный федеральный университет этим летом могут сдать документы в традиционном очном форме и дистанционном формате. Помимо этого, те абитуриенты, которые хотят поступить на бюджетное место, должны предоставить оригинал аттестата. А прием документов на высшие и средние специальности стартует с 20 июня. На следующий учебный год в СВФУ выделено 4350 бюджетных мест, из них более 3000 по программам бакалавриата и специалитета. А что касается новых профессий, то в Институте языков и культур Севера теперь будут готовить на специальности гостиничное дело. Помимо этого, в медицинском институте на среднее специальное образование открыто отделение сестринское дело. В юридическом колледже выделено 15 бюджетных мест. Мы планируем работать очно, то есть здесь у нас будет начало 20 июня, здесь в главном учебном корпусе откроем свои двери, отборочные комиссии наших институтов и филиалов, колледжей и 3 филиалов. Все желающие зачислиться на бюджетные места, они обязаны предоставить свой оригинал аттестата или диплома об образовании. То есть не будет такого случая, что один абитуриент будет зачислен в несколько вузов, так как у него только один оригинал. Так, и третье изменение – это приказ о зачислении с указанием фамилии, имени, отчества абитуриента или первокурсника. Вот такого уже не будет. То есть это будет уже документ, который внутренний, университетский, локальный. А на всех сайтах, вот именно в общем доступе, будут находиться списки зачисленных с указанием СНИЛС. Плодотворное сотрудничество, именно так можно назвать трудовой союз между Северо-Восточным федеральным университетом и компанией «Макромайн». В конце 2017-го «Макромайн» открыла компьютерный класс для геологов. Также проводит бесплатное обучение преподавателей на курсах повышения квалификации. А студенты-горняки участвуют в Олимпиаде. Сегодня в стенах университета в торжественной обстановке состоится открытие еще одного компьютерного класса. Какие преимущества для обучающихся это даст, расскажет наш корреспондент Валерия Наумова. Действительно, сотрудничество СВФУ вместе с компанией «Макромайн» длится уже давно, а точнее около, даже более 7 лет.
В СУФУ на базе Горного института будет функционировать один новый компьютерный класс. Он позволит студентам осваивать современные программные продукты, которые на сегодняшний день используют более 80% недропользователей России, в том числе и региональные партнеры, такие как Алроса, Мечел, Полюс и Селегдар. Но более подробно об этом нам расскажет директор Горного института СУФУ Николай Овчинников. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про компьютерный класс, новинки, цели и задачи. Здравствуйте еще раз, коллеги. Сегодня у нас в Горном институте состоится знаменательное событие. Это открытие компьютерного класса от нашего долгосрочного партнера компании Macromine Rus. Система Macromine является одним из наиболее распространенных и популярных программных продуктов в области цифрового моделирования горных работ. Около 2/3 всех российских компаний-недропользователей работает на данном программном обеспечении. Система Macromine постоянно улучшается, модернизируется, расширяет свои функциональные возможности. Компания Macromine Rus в рамках своего сотрудничества с российскими учебными заведениями, в том числе и с нашим университетом, сегодня на безвозмездной основе передаст Горному институту 10 высокопроизводительных персональных компьютеров и передовое программное обеспечение. Благодаря этому в краткосрочной перспективе мы улучшим процесс формирования профессиональных компетенций наших студентов и преподавателей в области цифрового горного производства. Я хочу от имени Горного института, от себя лично, поблагодарить компанию Macromine Rus за ее помощь в взращивании и подготовке высококвалифицированных горных инженеров у нас в университете, в республике в целом. Спасибо. Николай, пойдемте пройдем в класс. Вы более подробно расскажете, какая техника, компьютеры, что они позволят для студентов и в целом о классе. Хорошо. Вот как видите, я вам говорил, 10 персональных компьютеров, экран. То есть ребята, для тех, кто немножко не знает, то есть раньше все горные работы, все производилось вручную на чертежах. Сейчас тренд на цифровизацию, горное дело тоже не отстает, и наши ребята должны уметь в различных цифровых системах, в том числе и в программном обеспечении Macromine. То есть ребята могут моделировать открытые горные работы, подземные горные работы, георазведку непосредственно на рабочем месте, и, соответственно, через какое-то время вообще, я думаю, что горный инженер и специалисты IT, они как-то будут уже сильно взаимосвязаны с друг другом. То есть некоторые сейчас думают, что горный инженер — это только человек с кайлом или с киркой какой-то. Нет, сейчас горный инженер — это уже человек, который разбирается в IT-компетенциях. И я думаю, этот тренд пойдет все далее и далее. Сколько студентов смогут обучаться в данном классе, пользоваться этими технологиями? Смотрите, здесь 9 посадочных мест, соответственно, я думаю, где-то до 15 человек может. Как раз у нас одна группа в среднем 15-17 человек, так что одна полноценная группа сюда может вместиться. То есть вот так. Мы уже уточнили, что компания Macromine плотно сотрудничает и предоставляет всевозможные практики, обучение, повышение квалификации. Может быть, расскажете об этом немного подробнее? Да, у нас каждый год наши сотрудники уезжают в Москву на повышение квалификации в рамках работы с программным обеспечением Macromine, а также сотрудники компании Macromine сами приезжают к нам и тоже проводят семинары, чтобы наши преподаватели не выезжали, и чтобы массово всех привлечь к этой работе. То есть у нас очень тесные и долгосрочные отношения с компанией Macromine, за то, что я очень этому рад. То есть вот так. А может быть, еще какие-то нововведения планируются, что-то в разработке, какие-то, может быть, дополнительный еще один компьютерный класс? Да, в перспективе через несколько лет, да, мы тоже хотим открыть еще один компьютерный класс, потому что, смотрите, здесь все-таки у нас учебная версия, то есть она заточена больше под учебный процесс. А как я ранее уже говорил, то, что горнодобывающие компании, они используют, получается, в своих производственных целях немножко по-другому эту программу, и мы хотим получить, надеюсь, мы получим более расширенную версию, чтобы выполнять различные договорные работы для горных предприятий и, соответственно, укрепить взаимодействие вуз, производство, и получается
как вот компания «Макромайнинг», как бы вот, ну, другие структуры. То есть это было просто бы замечательно, мы к этому стремимся. То есть вот так. Спасибо вам большое, Николай. Поздравляем ваш институт с открытием компьютерного класса. Желаем вам продвижения и новых знаний вашим студентам. Спасибо большое. Но на этом у нас все. Более подробную информацию ждите в следующих выпусках новостей. Мы продолжаем. Общественный инспектор Хангаласской инспекции государственного экологического надзора, специалист по туризму и экопросвещению Национального парка Ленские столбы Сергей Землянский планирует собрать и утилизировать 100 килограммов использованных батареек в год столетия ЯССР. Он сообщил, что его очень беспокоит, что с каждым годом растут горы мусора на свалках, в том числе токсичных, опасных для природы отходов. Желающие поддержать его инициативу могут принести батарейки в торговый центр «Эдем» в Покровске и оставить их в специальной урне. В связи с аварийными ремонтными работами по устранению течи в нескольких кварталах Якутска отключили холодную воду. Об этом сообщает водоканал. Под отключение попали спортивный комплекс «Дахсун», крестьянский рынок, Вилюйский переулок, несколько домов по улице Петра Алексеева, а также 71, 72, 73, 128, 130 и 135 кварталы. В настоящий момент специалисты работают над устранением причин аварии. Сборная Якутии завершила первенство ДФО с 7 золотыми медалями. 12 марта в Центре спортивной подготовки «Триумф» завершилось первенство по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Во второй соревновательный день хозяева соревнований стали обладателями 13 медалей. Звание чемпиона в составе сборной республики завоевали Аял Белолюбский, Константин Копрынов, Алексей Ефимов и Андрей Аронов. Республиканский турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов спорта провели в Алдане. В ежегодных соревнованиях приняли участие команды из Якутска, Нерюнгри и Алдана. В этом году турнир, посвященный памяти хоккеиста и тренера Андрея Герасимова, прошел в 11-й раз. Соревнования инициирует сын спортсмена, президент Федерации детско-юношеского футбола, флорбола и хоккея Никита Герасимов. В период активной работы Андрей Герасимов привлек в Алдан элиту хоккейного спорта, а некоторые его воспитанники сегодня выступают в лигах страны. В советские годы хоккей с шайбой в Алдане был массовым. В постперестроечное время его популярность ослабла. Ожидается, что с появлением ледовой арены этот вид спорта привлечет молодежь. Мы можем принимать уже в большом количестве команд. Также сможем устраивать и турниры не только ветеранские, не только взрослые, но еще и детские, юношеские. Думаю, что этот ледовый дворец действительно даст нам большой толчок в развитии хоккея в Алданском районе. И не только в Алдане, и в Республике Саха-Якутия. Якутская лыжница Ксения Янополец завоевала серебряную медаль всероссийского турнира «Кубок Анны Багалии». Воспитанница Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва стала вторым в 5-м этапе соревнований. Турнир проходил в Республике Мордовия. В нем приняли участие более 300 спортсменов из 29 субъектов России. Чемпионат республики по мини-футболу стал самым зрелищным и волнительным событием для ленчан. Трибуны спортивного зала «Карат» взрывались то бурными аплодисментами, радостными криками, то возгласами разочарования. В финальной игре встретились сильнейшие соперники – сборная Ленского и Усть-Алданского района. Результаты у Анны Кожевниковой. То, что ленская сборная выйдет вперед, сомнений ни у кого не вызывало. Самым горячим матчем стал финальный. Первый тайм прошел в жесткой атаке с обоих сторон. Но на табло счет остался 0-0. Очень сильно болею. Как не болеть-то? Наш город, наш Ленский район, надо выигрывать, побеждать. Ну, молодцы, пацаны, что? Тяжеловато, конечно. Но в остальном вообще прекрасно, молодцы. Нужен гол. Будет гол, будет победа. Финальная игра, пожалуй, самая напряженная. На поле две сильнейшие команды Ленского и Усть-Алданского района. Первых 2 гола забили команда гостей, после чего хозяева поля решили взять реванш и практически один за другим забили 3 гола. Авторами голов стали Владимир Потапов, капитан команды Вадим Юшинов, и победный 3-й гол забил Олег Кислица. Усть-Алданцам не помогло и то, что они сняли вратаря перед окончанием матча.
Конечно, радостно, положительно все. Чемпионат домашний, родные стены помогли, болельщики помогли. Думаю, на высоком уровне провели чемпионат республики в Ленске. Только положительные эмоции. Болельщики от этой игры на грани были в восторге. Сказать, что напряженно, это вообще ничего, по-моему, не сказать. Игра была очень сильная, насыщенная игра была. Два очень серьезных соперника встретились сегодня на этой площадке. И это было видно по игре. Те, как бы сказать, недочеты, которые были в первом периоде, я думаю, что сумела собраться наша команда, сумела сорганизоваться, маленько перестроили свою игру и пришли поэтому к победе. Итак, победный Олимп возглавила Ленская сборная. Второе место устилданцы, а третья команда Северо-Восточного федерального университета. Денежные сертификаты в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей были приятным бонусом. Денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Это впервые в чемпионате республики такое. Приятно. Помимо этого, кубки и денежные сертификаты в размере 20 тысяч рублей получили лучшие футболисты. Лучшим игроком признан Вадим Юшинов, капитан Ленской сборной. Лучшим нападающим Вячеслав Ярославцев из Миринского района. Лучшим защитником Юлустан Пестеряков, Усть-Алданская сборная. Лучшим вратарем назван Василий Лыткин из Усть-Алдана. А лучшим бомбардировщиком ленчанин Владимир Потапов, который забил 14 голов в этом чемпионате. В целом все прошло на высоком организационном уровне, за что хочется выразить благодарность Ленскому району, спорткомитету Ленского района. Команды, 9 команд приехало. В принципе, уровень команд примерно одинаковый, что подтверждается напряженными матчами. Практически во всех матчах игра шла до последней секунды. Также было разыграно 6 путевок на игры народов республики, которые пройдут в Барагонцах в июле. Туда поедут сборные Ленского, Усть-Алданского, Мирнинского, Мегино-Кангаласского районов, города Якутска и Северо-Восточного федерального университета. Ну а мы пожелаем всем удачи. А болеть, конечно, будем за Ленскую сборную. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. О датах и событиях сегодняшнего дня в нашей ежедневной рубрике. На календаре 15 марта. Сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей, Всемирный день социальной работы, Международный день защиты бельков. По народному календарю сегодня Федот Ветронос. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь, это сулило мокрое лето. Этот день в истории. В 1917 году в этот день находившийся в швейцарском городе Цюрихе Владимир Ильич Ленин отправил жившей близ Женевы Инессе Арманд письмо, в котором поделился с ней новостью о том, что в России произошла революция. В 1962 году, 15 марта, состоялось выступление Джона Кеннеди, в годовщину которого ООН учредила Всемирный день прав потребителей. В 1990 году в этот день Михаил Горбачев избран единственным в истории Советского Союза президентом. В 2005 году, 15 марта, в Иерусалиме открыт новый музей истории Холокоста Яд Вашем. Новый музей фокусирует внимание посетителей на личных историях людей, ставших жертвой геноцида. В этот день родились Юрий Бондарев, советский писатель, общественный деятель; Жарес Алферов, советский российский физик, академик, Нобелевский лауреат; Леонид Ингибаров, советский артист цирка, клоун, мим; Валентин Распутин, советский российский писатель, публицист, общественный деятель. Именины сегодня отмечают Арсений, Иосиф, Николай и Федот. Театр юного зрителя проводит республиканский онлайн-фестиваль, посвященный столетию образования Якутской ССР. Мероприятие будет проходить до 15 мая этого года. Программа онлайн-фестиваля включает в себя постановки спектаклей по произведениям якутских авторов, записанные на видео. В нем могут принять участие театральные классы, студии, кружки и отдельные участники. Фестиваль моды и таланта вновь собрал ценителей красоты. В Нерюнгри стартовал конкурс «Саха Якутия Бьюти-2022». Программу дополнили показы ведущих дизайнеров, выступления шоуменов и концертные номера. 23 участника, 5 возрастных категорий и конкурсы «Мисс Якутская красавица» и «Мистер Саха Якутия». Это уже второй фестиваль красоты, который проводится в Нерюнгри с участием звезд российского шоу-бизнеса. Только
Первый день проведения конкурса на сцене Центра культуры и духовности участники боролись за звание победителей в разных номинациях – Little, Mini, Teen, Young, Miss, Mrs. и Мистер. Очень радует, что люди больше узнают о нашем конкурсе, о нашем фестивале. Конечно, в связи с пандемией мы это все делали в ускоренном темпе. Многие не знали о том, что проходит конкурс и будет проходить. Но вот как получилось. Ну, получилось очень достойно, очень красиво. Я как организатор, режиссер-постановщик довольна. На 5 с плюсом. Программу второго дня украсили выступления детского театра моды города Нерюнгри, дэнс-шоу группы «Экзотика» и гостей, которые приехали поддержать наших участниц. В угольной столице Саха-Якутии есть много красивых людей с прекрасным вкусом, которые демонстрируют сегодня и вчера демонстрируют национальный орнамент, национальный колорит, национальный костюм, талант и культуру, которую мы обожаем. Вся Якутия очень теплая. Говорят, что она холодная, на самом деле она очень-очень теплая, потому что люди отличаются от тех людей, которые сейчас озлобленные, уставшие, бессильные, а здесь какая-то другая жизнь, другая природа, и все это становится независимо от того, какая температура на улице, очень теплой. Группы «Технологии и комбинация» выступили с известными хитами «Бухгалтер», «Два кусочка колбаски», «Американ Бой», «Странные танцы». Организаторы конкурса обещают, что в будущем фестивали красоты будут продолжены и будут собирать все больше участников и гостей. Ирина Жданова, Сергей Козюра, Нерюнгри. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня идет снег, минус 15, ближе к ночи ожидается минус 19. Порывы ветра от 5 до 11 метров в секунду. В Нерюнгри тоже снежно, минус 12. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 19 градусов. В Ленске минус 15, ночью температура воздуха опустится до минус 24 градусов, ветер до 5 метров в секунду. В Мирном минус 16, атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба, ветер до 6 метров в секунду. И в столице республики сегодня днем минус 17 градусов, ближайшей ночью столбики термометров опустятся до минус 27. Ветер от 2 до 4 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале. Еще больше информации на наших сайтах. До встречи в эфире.